эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Позитивная оценка развития физкультуры и спорта в России заметно распространилась среди жителей страны за последние 5 лет. Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом селяне оказались более чувствительными к позитивным изменениям, чем горожане. Россияне также заметили увеличение числа спортивных объектов шаговой доступности. 47% опрошенных говорят о наличии поблизости от дома стадионов и спортивных клубов. Спортплощадкой во дворе собственного дома располагают 43% опрошенных. Как с массовым спортом обстоят дела у нас в республике, мы решили узнать у гостя студии, первого заместителя руководителя управления физической культуры и массового спорта республики Семена Говорова. Семен Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, изменилась ли в последнее время ситуация вовлеченности населения в массовый спорт? Ну, в последние годы спортом начали заниматься очень много наших жителей республики. Спорт сейчас стал модным, как и среди молодых людей, которые все ринулись в фитнес-залы, чтобы свое телосложение сделать. Привести в порядок. Да, привести в порядок. И более пожилые наши взяли палки и пошли ходить скандинавской ходьбой. Ну, скорее всего, вот эта вот тенденция у нас вот появилась в последние годы. Это, наверное, скорее всего, из-за того, что у нас построились новые спортивные объекты, отвечающие современным требованиям. Вот я скорее всего, сейчас вам приведу пример. Вот я работал 4 года директором бассейна Челбон с открытия, да, считай. В неделю у нас посещение было 6-7 человек. 6-7 тысяч человек в неделю ходило. А вот у нас до этого было 2 бассейна в городе, Долгун и Самородок, да? Вот процент посещаемости у них не упал. Значит, вот эти 5-6 тысяч человек, которые в неделю у нас, это вот новый прилив, которые сидели дома у телевизоров и вот сейчас пошли. Такая же тенденция в пользу увеличения пошла и в других объектах. Например, вот было у нас 2 манежа, Туймада стадион и Сывуфу юность, да? А сейчас уже у нас как бы 4 крытых легкоатлетических манежев, ну это Триумф и Дохсун. Увеличение и там сейчас не пробиться, и там не пробиться. А за счет кого увеличивается число посетителей? Это пожилые, дети или люди среднего возраста? Абсолютно все категории. Все категории населения у нас сейчас уже пошли все стадионы, спортивные объекты. Ну, я еще раз говорю, что это сейчас модно стать спортсменом, физкультурником. Хорошая тенденция. Вот скоро наступит весна. Какими видами спорта можно заниматься в это время года? Что посоветуете? Ну, сейчас весной у нас начинаются традиционно катки, лыжные соревнования, лыжные трассы открываются. Ну, это работа всех муниципалитетов. Везде, во всей республике будут открываться в каждом озере, в каждом в речках будут открываться ледовые эти катки. Этой весной какие-то новые объекты появятся в городе? Ну, в городе весной пока сейчас не планируется. Ну, по федеральной программе у нас в ближайшем будущем по республике сейчас вот будут строиться 2 новых бассейна. Это в Нижнем Бестяхе и в поселке Жатай. А также спортивный зал, спортивный комплекс в селе Антоновка Нюрбинского района. Вот эти вот ближайшие, которые наиболее громоздкие эти. Также по линии «Газпрома» в городе Алдан будут строиться ледовый каток. И там же в Алдане у нас будут реконструкции плавательного бассейна «Энергетик». Ну вот ближайшие вот эти вот громоздкие наши спортивные сооружения, которые в плане у нас. Вы уже упомянули, что все больше людей становятся спортсменами, да? Вот тогда поговорим о доступности этих объектов. На ваш взгляд, как с этим обстоят дела?
По доступности, конечно, у нас есть проблемы сейчас, но 2 года назад вышло распоряжение главы о увеличении всех доступность сделать во все объекты, да, в некоторых категориях так, вот пенсионеры, какие-то вот льготы даем, инвалиды, дети-инвалиды вообще бесплатно у нас ходят, студенческая молодежь. Многодетные семьи, наверное? Многодетные семьи, да, вот какие-то вот скидки даем. Ну, в планах у нас есть некоторые, наверное, сейчас пока озвучивать не будем, чтобы доступность увеличить, сейчас вот делаем некоторые шаги вперед, посмотрим. Вот такими мерами, которые вы перечислили, удается обеспечить доступность? Да, вот по предъявлению всех вот этих требуемых документов доступность везде у нас, во всех объектах у нас делается. Также вот если взять другие населенные пункты, то вышло распоряжение главы. Сейчас вот некоторые корректировки делаем, чтобы вот в школах, например, это вот чисто школьный спортивный зал. Сейчас мы открываем согласно нашего распоряжения, открываем вот эти спортзалы для населения, чтобы население тоже занималось в этих спортивных залах. Получается, по республике у нас нет пустующих спортивных объектов? Да. Отлично. Какие виды массового спорта наиболее популярны? Ну, самые популярные у нас, конечно, игровые виды спорта. Это если взять по городу Якутску, то по чисто футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. А в других городах как дела обстоят? Да, у нас там свыше 370 клубов играют в разных по 4, по 2 лигам, по лигам. Также и в других городах. Ну, в основном клубная система у нас развита тут в городе Якутске, да. 370, это если в каждом клубе, считай, по 20 человек, это примерно около 1000 человек занимаются только вот игровыми видами спорта у нас. Ну и фитнес-клубы по всей республике сейчас тоже модная. Да и по всей России, наверное, сейчас пошла вот эта вот тенденция. Вот в Москве, например, если вот эти большие фитнес-клубы, там уже за год все абонементы выкуплены. Остаются только одноразовые, а одноразовые у них на порядок выше, чем абонементная система. Ну и, скорее всего, мы тоже ведем работу, чтобы такая же система у нас и была. Получается, такая тенденция не только у нас в республике, но и в других городах России? Да. А если сравнивать со странами мира? Ну, со странами мира мы, в принципе, тут сравниться. У них, если взять Америку, они на 2 шага впереди нас по этой. Мы берем моду у них. И, ну, через некоторое время мы думаем, уже нагоним и перегоним их. Значит, в феврале у нас стартовали во многих объектах, спортивных объектах Якутска дни открытых дверей. Много ли людей приходят на эти объекты? Ну, согласно майских указов, мы к 2024 году должны обеспечить 55% населения, чтобы они активно занимались физической культурой и спортом. На данный момент по нашей республике, если взять, да, у нас где-то около 40% сейчас по данным 2018 года. И считайте, вот сколько у нас осталось, 5 лет. За 5 лет мы должны поднять ее на 15%. Вот исходя из этого мы ищем новые подходы, ищем новые методики. И вот с февраля у нас стартовали вот эти вот дни открытых дверей. Дни открытых дверей дают познавательный характер. Люди должны знать, как заниматься в этих спортивных объектах и что там делается. Ну, это будут у нас традиционно не одноразовые акции, да? акции. Это будут в течение года
Сейчас вот февральские мы, вот, которые сейчас вот расписание сделали, да, сейчас пойдут еще март, апрель, ну, до конца года. То есть каждый объект у нас будет в течение месяца давать бесплатные вот такие вот открытые двери. Ну, первые дни показали, что люди готовы идти на эти открытые двери. Даже вот с улусов приезжают, даже вот с близлежащих этих населенных пунктов. Ну, люди активно понимают, что, ну, после этого надеемся, что это какая-то часть, хотя бы 10-я часть останется у нас, это будет для нас большой успех. Вот как раз вы уже упомянули, что интерес в обществе к спорту растет. А как все-таки удержать людей, да, вот, чтобы они регулярно занимались спортом? Спорт – это болезнь. Если ее заболеете, вы никогда оттуда не уйдете. Это хорошая болезнь. Да, это хорошая, в хорошем смысле этого слова. Поэтому надо нам сделать, чтобы люди все заболели этой болезнью. Ну и в конце нашей беседы расскажите, пожалуйста, какие спортивные мероприятия запланированы в этом году? В этом году у нас, ну, самое большое, наверное, наше событие, это будут 7-е спортивные игры в МГ. Они должны были пройти в прошлом году, но из-за паводковой ситуации в МГ мы перенесли их в этом году. Поэтому, ну, в принципе, в МГ, как и традиционно, где проводятся вот эти большие форумы, построен сейчас большой стадион на 3000 мест, многофункциональный спортивный комплекс. Сейчас заканчивается еще 2 объекта, это в селе Чепчелган и Бетюнце, 2 спортивных комплекса. Ну, АМГА, в принципе, готова. Мы ожидаем там приезд около 6000 только участников, ну, культурных, спортивных этих программ, да, и плюс гостей, ну, скорее всего, больше 20-30 тысяч мы ожидаем. Потому что АМГА и как раз разгар лета, скорее всего, весь Якут сюда ринется. В начальных этапах вот этих соревнований у нас 4-этапные вот эти соревнования от наслега и заканчивая финалом. Ну, где-то охват у нас 20-30 тысяч, наверное, человек прошли через эти соревнования. Ну, приглашаем всех быть гостем на этих соревнованиях. Ну и плюс к этому у нас будет спартакиада трудовых коллективов. Семен Иннокентьевич, огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напоминаю, что это была программа «Актуальное интервью». Мы говорили о развитии массового спорта в Якутии.